включаете? Если я не всегда буду в кадр смотреть нормально. Нет, конечно. Снимите, пожалуйста, туда-сюда еще раз. Ага, все работает. Как я выгляжу? Все. День добрый, уважаемые коллеги. Мы начинаем очередное заседание РМО по биологии. Мы давно с вами не встречались. Последняя встреча у нас была, наверное, в прошлом году по научным проектам. На чем бы я сегодня хотела остановиться? На сегодняшнее собрание, вообще-то заседание, было запланировано несколько вопросов. Но мы так обсудили с Людмилой Анатольевной, с моим замом, тут с Варварой Петровной, и решили. Все-таки вопросы ОГЭ по биологии и вопросы ЕГЭ по биологии мы хотим провести 27 мая где-то в 14:00. И до этого заседания мы вас просим направить в наш адрес вопросы, что бы вы хотели от нас услышать. Все-таки Варвара Петровна, я хотела бы ее представить, она является учителем биологии и географии технологического лицея. Дальше она является председателем ОГЭ по биологии. Людмила Анатольевна является экспертом ОГЭ по биологии, но я тоже являюсь экспертом ЕГЭ по, не ОГЭ, а ЕГЭ по биологии. И прежде чем чего-то говорить о проведении, о каких-то вопросах ОГЭ и ЕГЭ, мы хотели бы все-таки услышать от вас какие-то пожелания. Потому что, просто так говорить голословно, подводить итоги, какие-то разбирать вопросы, какие-то, просто это можно все найти. Мы бы хотели услышать, что конкретно вы от нас хотели услышать. Сегодня Варвара Петровна любезно согласилась провести такое сообщение, да, наверное, или как? Или доклад, или поделиться опытом. Да. По сингапурской методике преподавания. Что бы мне еще хотелось сказать о Варваре Петровне? Это один из 25 учителей биологии, которая выиграла конкурс в рамках повышения квалификации научно-методических основ подготовки обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников по биологии. Это будет проходить в Сириусе, в Сочи. Да. Ой, да, с 6 по 13 мая. Так что мы, наверное, позавидуем Варваре Петровне. Я думаю, что как раз-то вот когда у нас будет с вами очередное собрание, я думаю, она с нами поделится. Как раз что она узнает новенького. Все-таки я уже какой год являюсь председателем жюри по республиканскому туру Олимпиады, и мне приходится разрабатывать задание муниципального тура по биологии. Я думаю, что мы, конечно, с удовольствием послушаем, что новенького нам привезет Варвара Петровна из Сочи. Я думаю, день будет, наверное, плодотворным, учеба будет насыщенная. Да. Я думаю, она там возьмет чего-то нового. Тем более не забывайте, что у нас по итогам проведения Олимпиады, опять же, выиграл физмат-лицей, там выиграли 10 и 11 класс, 6 человек. Но все-таки я думаю, что в физмат-лицее созданы все условия для подготовки вот как раз и к практическому туру, и к теоретическому туру. Они сейчас проводили даже химико-биологический такую неделю, вы, наверное, слышали. Потом на базе гимназии искусств тоже проходила неделя под химико-биологическая школа. То есть, я не знаю, но в этом году и в прошлом году большое внимание уделяется олимпиадному движению. Но не только олимпиадному, наверное, нужно не зацикливаться то, что мы знаем и чего не знаем. А сейчас предоставим слово Варваре Петровне. Я с удовольствием просмотрю сайт. Если вы зададите вопросы, я перешлю и Людмиле Анатольевне, и Варваре Петровне. И потом мы с вами встретимся 27 мая. Если будут какие-то вопросы, вы, пожалуйста, пишите, отписывайтесь. Мы с удовольствием с вами пообщаемся. А теперь я предоставляю слово Варваре Петровне.
Спасибо большое. Здравствуйте, коллеги. Позвольте представиться. Меня зовут Попова Варвара Петровна. Я являюсь учителем биологии МАУ «Технологический лицей» города Сыктывкара. Мне бы хотелось познакомить вас с сингапурской методикой преподавания, которой я интересуюсь уже несколько лет и успешно применяю элементы сингапурской методики на уроках биологии и географии. Основными целями федерального государственного образовательного стандарта является раскрытие способностей каждого ребенка, обеспечение индивидуального подхода, адаптация к коллективной работе и формирование ответственности ребенка. Ну и используя элементы сингапурской методики и в целом сингапурскую методику, можно достичь всех целей новых образовательных стандартов. Хочется отметить плюсы и минусы методики. Так как я уже столкнулась с этой методикой не понаслышке, на практике, давала несколько открытых уроков, то могу сказать следующее. К плюсу можно отнести работу всего класса. Действительно, на протяжении всего урока работает интенсивно весь класс. На уроке нет какого-то лидера, все абсолютно на равных. Развивается устная речь, потому что структуры сингапурской методики направлены на то, чтобы дети проговаривали, что они узнали, что исследовали. Развивается коммуникация и сотрудничество, а также критическое мышление и творчество. Но, как вы понимаете, имеются и минусы этой методики. Я могу сказать, что если вы неудачно подобрали материал, то детям будет достаточно тяжело достичь тех задач, которые вы ставили изначально. Поэтому приходится очень тщательно подбирать материал к каждому уроку. Ну и это выливается во второй минус – длительность создания урока. Подбора материала. Очень много времени уходит. Ну и, знаете, если честно, могу сказать, что непривычным является то, что мы привыкли, что дети сидят, дети работают, а тут некоторые элементы методики, дети что-то делают под музыку, дети передвигаются по классу, и поэтому я долго эти элементы не включала, так скажем, пыталась не рисковать, но когда попробовала, все прошло замечательно, и поэтому сейчас я их использую. Вот, то есть, если этот, так сказать, рубеж перешагнуть, да, то будет достаточно легко. Дети легко включаются в работу и легко, как сказать, все эти элементы через себя пропускают. Ну, что можно сказать по сингапурской методике? Значит, особенностью является разнообразие структур, но все их можно объединить в 4 группы. Это управляющие структуры, это такие структуры, которые направлены на управление классом, и вы регламентируете время четко. Вот особенностью также сингапурской методики является то, что вы четко по времени выполняете все элементы методики. Варвара Петровна, я сразу вопрос задам. А если чего-то пошло не так? Вы подбираете материал таким образом, что все идет по плану, по вашему плану. Вот поэтому и долго идет подготовка к уроку. То есть как бы вы заранее продумываете, на что могут выйти ученики. И вашу вот методики вот все-таки можно проводить в любом классе, или вы отбираете классы? Нет, я во всех классах проводила. Во всех классах, начиная с какого класса? Ну, у нас в лицее с 8 по 11 класс. Я давала открытые уроки и на 8 классах, и на 10, и на 11. По географии в 9, а так по биологии. И получается, что все ученики... Вы знаете, 11 даже как-то легче включаются в... Ну, так они уже взрослые, конечно. Ну, там просто такие игровые моменты есть. Да, и, видимо, 11 классам не хватает этого игрового элемента, и они активнее даже, чем 8 классы включаются. Вот. Следующая структура – это ученик-ученик. То есть структуры, которые необходимы для развития коммуникации и сотрудничества учеников. Еще одна группа – это ученик-учебный материал.
Здесь все структуры позволяют быстро и качественно детям проработать учебный материал, конечно, который заранее вы отобрали. Чем у вас он представлен, этот учебный материал? Это могут быть видеофрагменты, это могут быть текстовый материал, это таблицы, схемы, все что угодно абсолютно, разнообразно. Но они пользуются компьютером или доской, или раздаточный материал? Вот у вас идет ученик, учебный материал. Ну, у меня нет возможности, так скажем, чтобы каждый ребенок работал на ноутбуке или компьютере, поэтому пока еще все, что я проводила в распечатке. Ну, печатный, да? Да, печатный материал. На бумажном носителе. Да, на бумажном носителе. Спасибо. Так, ну и следующая группа структур – это «Я ученик». Это обучающие структуры, которые позволяют сделать урок веселым, повысить самооценку и уверенность учеников и практиковать навыки для коммуникации и сотрудничества между учениками. Ну что ж, позвольте поподробнее остановиться на каждой из структур. Значит, первая управляющая структура, не пугайтесь таким иностранным названием, это же из Сингапура у нас пришло, менеджмент. То есть, грубо говоря, это таблица, инструмент для управления классом. Чем мне нравится эта таблица? Она достаточно яркая. Мы разбиваем класс на группы ровно по 4 человека в группе, и каждому ребенку соответствует определенный номер. Мы видим номер 1, 2, 3, 4. А также мы видим надписи «партнер по плечу» и «партнер по лицу». То есть, хотя группа получается из 4 человек, но мы за урок можем скомбинировать разные пары. И дети, получается, будут сотрудничать не только с одним человеком в паре, да, а постоянно будет меняться его роль. И вы, кстати, когда прорабатываете вот эти вот структуры, можете даже себе записывать, что вот именно эта структура, дети работают с партнером по плечу, работают с партнером по лицу и так далее. Можно даже по диагонали, то есть вы сразу озвучиваете ребенок номер 1, номер 3. Конечно, в общем, вы четко прописываете, да, кто какую роль играет. Да. Тут вот тем и хороша эта сингапурская методика, конечно, идет обезличивание детей, то есть номер 1, номер 3, номер 2, номер 4, но зато им становится понятно в короткие сроки, кто с кем работает. Ну и вы можете за урок, как я уже говорила, много раз поменять пары. Так, следующая управляющая структура Hi-Fi, но если дословно, дай 5. Если говорить четко, как ее трактуют сингапурские коллеги, то вы должны, учитель должен поднять руку, то есть дай 5, ученики увидят и должны в ответ поднять свою руку. Дело в том, что достаточно у нас тяжело именно в этом формате применить. Поэтому я немножко заменила, и мы перешли на хлопки. Поэтому вот я в слайд добавила хлопок. А я так не поняла, вот управляющий, ну что это дает? Ну он поднял вот этот преподаватель 5, и что это дает? Или хлопок? Это чего? Что? Это дает, как бы сказать, сигнал, внимание, тишина. Вы это привлекаете внимание. Да. Всё и ясно. я, например, на уроках делаю таким образом. В самом начале урока, когда начинается урок, я хлопаю в ладоши и прошу детей повторить. И объясняю, что как только я хлопаю в ладоши, это сигнал тишины, внимания. Значит, либо закончилось время вашей работы, либо вы слушаете меня, я что-то дополняю. И, например, я делаю хлопок 1, через секунду класс должен повторить, но он должен повторить синхронно. Проверяю 2 хлопками. Как только мы достигаем синхронности, а дети быстро схватывают, то есть буквально через минуту мы уже понимаем, что надо делать после хлопка. Ну, это вы заранее, конечно. Ну, наверное, на первом занятии это не сразу получается, но Сразу. Сразу. Да. Я на коллегах проводила, учителях, методический семинар, тоже сразу подхватывается. Как бы сказать, стоит один раз увидеть, и все становится понятно. Вот. Что еще здесь? Да, синхронно хлопают в ответ, и все становится ясно. Следующее. Рассмотрим структуры, которые направлены на взаимодействие ученик-ученик. Значит,
Микс ПШ – это структура, направлена на то, чтобы участники смешались под музыку и образовали пары. Когда музыка прекращается, пары уже образованы, вы им можете предложить структуры, например, на проработку коротких ответов на какой-то вопрос или развернутых. Я, например, начала пробовать именно эту структуру при распределении детей в пары. То есть на уроке биологии, так как мне надо было создать группы по 4 человека, я написала 4 органа из 5 систем органов. Сами системы органов я не написала. И произвольно детям раздала карточки с названием органов. Затем включила музыку и объяснила, что за минуту они должны образовать группы, поскольку человек я не знаю, но они должны обосновать, почему они собрались в эти группы. Ну и так как в конце года я давала урок, конечно, дети уже к этому моменту изучили и органы, и систему органов, быстро образовали группы, объяснили, почему сердце и артерии в одной группе находятся, и вот таким образом можно применять вот эту структуру. Хотя и на конкретные вопросы... Так, вот немножко, Варвара Петровна, или я не поняла. Вот вы, да, и раздали, вот они образовали группы, и вы и раздали название органов. Нет, я им сначала, как только они зашли в класс, раздала карточки с названием органов. Да, потом они должны... Потом я им объяснила, что вот сейчас включится музыка, они выходят в ту часть класса, которая не занята партами, и образуют группы. То есть они сначала сидели произвольно, а потом вот они уже, получается, разделяются на группы. И группы должны быть обоснованы, почему именно эти люди в этой группе, почему именно эти 4 человека. То есть мы таким образом, получается, и закрепляем материал пройденный, и делимся на группы. Так, дальше. Следующая структура take-off, touchdown. В переводе значит сели, встали. Тут достаточно она простая. Например, эту структуру можно в начале года использовать, чтобы познакомиться с учениками или учителям математики, или, например, когда вы биолог или географ задаете разноуровневые домашние задания, можно спросить, кто выполнил, например, решил задачу первым способом. Встает часть учеников, вы понимаете, кто как решил, какой должен ответ быть. Кто вторым способом, кто третьим. Или кто, например, ответил на длинные вопросы, кто на толстые вопросы. Вот так я в критическое мышление ушла, простите, в технологию критического мышления. Значит, кто, например, составил кроссворд и так далее. То есть, если было разноуровневое задание, благодаря вот этой структуре, очень быстро, буквально там за 30 секунд можно получить информацию, кто какую часть домашнего задания выполнил. Да, и у кого что преобладает. Да. Так, в общем, получается домашнее задание по интересам. Да. Кто кому что нравится. Следующая структура мне очень нравится. Тут я ее использовала в конце урока на этапе рефлексии. Corners или углы. Структура, в которой ученики распределяются по разным углам в зависимости от выбранного варианта. Я, например, в каждом углу класса именно на разноцветных листах развесила высказывания ученых, и в конце урока, когда мы прошли тему уже, они должны были выбрать какое-то высказывание и затем обосновать, почему именно они выбрали это высказывание, почему они так считают. То есть очень хорошо, ты сразу видишь, какой процент класса, что думает, в каком угле находится. То есть быстро достаточно тоже и понятно. Тем более дети ведь тоже сидят 40 минут, устают, а тут хоть подвигаться. Так. Следующая структура – это квиз-трейд. Учащиеся проверяют друг друга, используя карточки с вопросами и ответами по теме. То есть заранее раздаются карточки. Например, четным номерам выдаются вопросы. То есть детям, кто по четным номерам сидит. А по нечетным номерам ответы.
И дети должны, как сказать, найти соответствие. Ну и они, общаясь друг с другом, находят правильные пары. То есть на ответ они должны найти правильный ответ, то есть на вопрос должны правильный ответ. Да. Мгм. Да. То есть, видите, да, вы, получается, заранее это все прорабатываете, Мгм. поэтому и много времени уходит. Так, следующая структура, это уже относится к группе ученик учебный материал, это AR Guide. Если вы посмотрите на слайд внимательно, вы увидите, что заранее учитель продумывает утверждение по какому-то материалу. И ведется графа «до» и графа «после». То есть перед тем, как вы рассмотрите, например, какой-то видеофрагмент по новой теме, или прежде чем вы прочитаете текст или какую-то таблицу, детям даются утверждения, и они пишут, например, это считаю утверждение правильным, какое-то неправильным. Затем дается время на изучение материала. И вы видите уже столбик «после», дети там отмечают, изменилось ли их мнение. И если оно изменилось, то ученики обсуждают, где же произошло, где, вернее, они в тексте, допустим, столкнулись с этой информацией, и почему мнение их поменялось. Так. Еще одной структурой, которая относится к структуре ученик учебный материал, является Jot Tots. То есть вы заранее, так как в группе 4 человека, готовите 16 листочков, то есть 4 листочка небольших на каждого человека. И дети записывают какие-то слова по данной теме. Очень хорошо проводить мозговой штурм по какой-то теме новой, да, как сказать, с этой структурой. Дети записывают слова, а затем уже, получается, строят какие-то гипотезы, допустим, да, план урока могут составить цель, задачу урока, или посмотреть, что же они должны изучить в новом материале. Также я использовала эту структуру при закреплении. То есть, когда мы уже прошли на уроке обобщения, дети также записывали слова, а потом мы включали следующую структуру tic-tac-toe. То есть, вот они написали 16 слов по теме, из 16 7 дети произвольно откидывают и оставляют только 9. И раскладывают их, как будто играют в крестики-нолики, вот как видно на слайде, да, и составляют предложение, используя 3 слова по диагонали, по горизонтали или по вертикали. А вот они отбрасывают 7, это Произвольно, абсолютно, да. Даже не глядя на листочек, вот эти 7 отбрасывают. Ну, они как бы обсуждают, то есть я им говорю, допустим, вы должны оставить 9 терминов по данной теме. Угу. И они обсуждают, что они могут убрать. Ну, бывают же там слова синонимы. В общем, никак вот, там не перевернутые, а это вот бросят. Нет, да, обсуждают. Вот. Из оставшихся 9, вот с оставшимися 9 словами, терминами они уже работают. Так, ну и тут очень хорошо, как сказать, составлять какие-то предложения. Вот на уроке географии мы с детьми закрепляли тему уклон, падение реки, и вот дети составляли различные предложения, чтобы вот именно эти термины, которые они оставили, были в предложении. Ну, то есть они, получается, и термины тут же могут закрепить, да? Какие-то новые слова. Угу. И составлять предложения, причем они составляют предложения, как сказать, работая в парах, например, да, то есть они обсуждают, что оставить, какой будет наиболее правильный вариант, и это способствует развитию коммуникации. Так, следующее, это у нас уже взаимодействие ученик, я ученик. То есть, в принципе, здесь все структуры связаны с командообразованием и со сплочением вот этой команды из 4 человек. То есть, какие здесь возможны формы работы? Значит, например, такая структура, как think, write, round, robin.
подумай, запиши, обсуди в команде. То есть во время выполнения данной структуры участники обдумывают какое-то высказывание или какую-то цитату высказывания, или вы даете какое-то утверждение детям, или, например, они обдумывают какой-то ответ на какой-то вопрос и записывают, и по очереди, каждый ребенок записывает, а потом по очереди обсуждают. И, допустим, они должны прийти к какому-то общему одному мнению. То есть каждый сначала записывает свое, потом обсуждают в парах, потом, например, с соседом по плечу, с соседом по лицу, и должны прийти к какому-то общему мнению. А вот на какой-нибудь пример вы можете привести, Варвара Петровна? Вот подумай, запиши, обсуди в команде. Вот что вы там, на примере чего? Ну, я проводила на уроке железы внутренней смешанной секреции, то есть эндокринная система. Ух, тяжело, мне сейчас будет сразу вспомнить. Да, я понимаю, надо было, наверное, больше примеров подготовить. Да, потому что я думаю, все-таки, вот это, мы же только первый раз встречаемся. Я думаю, это не последний. Если какие-то появятся вопросы у наших коллег, они с удовольствием, думаю, зададут, а вы с удовольствием на них ответите. Конечно, я отвечу. В принципе, я на Республику Коми давала урок открытый и на город. То есть, в принципе, коллеги, например, с Сыктывкара уже с некоторыми, элементами сингапурской методики так или иначе знакомы. Хорошо, если пригласят в следующий раз, то я уже на каждую структуру приготовлю конкретный пример. Больше теории, а практика на практике. Примеры должны быть, наверное, все-таки хорошо. Следующая структура – это All Right Round Robin. Все пишут, то есть все пишут Round Robin. В чем ее суть? То есть обучающая структура, в которой ученики сначала по одному зачитывают свои ответы по кругу, то есть каждый, им дается время, каждый они записывают ответ на какой-то вопрос. А потом, когда один ученик уже зачитывает свой ответ, остальные, если эта информация для них новая, дописывают себе в конспект, себе в тетрадь. То есть только добавляют новые идеи. И вот пока проговаривают 4 человека, у детей, получается, новые мысли. Более полный ответ. Да, более полный ответ на какой-то вопрос. Следующая команда такое образование, даже можно сказать более такое веселое, может быть, взаимодействие. Это я ученик, например, класс-билдинг. Красивое название, тимчир. Я для коллег написала в скобках физкульт-минутка. То есть веселое упражнение для поднятия духа аудитории. Я, когда проводила урок, например, использовала всего за 2 минуты, подобрала достаточно веселую музыку, и мы под эту музыку в такой небольшой стихотворной форме выполнили задание. То есть стряхнули с себя лень и усталость, потряслись, потянулись к звездным далям, спрятались, присели от бед и опасностей, улыбнулись друзьям, весеннему настроению. То есть вроде бы и немного тут получилось, но под музыку достаточно весело. Особенно понравилось 11 классом. И без шума и тихо приземлились за своими рабочими столами. Получается, что дети достаточно быстро, и вроде бы встряхнулись, но в то же время не растеряли рабочий настрой. В принципе, если говорить о теории, достаточно быстро, хотя очень много структур в сингапурской методике, но я познакомила вас, с теорией, той, которую сама уже апробировала. Многие структуры я еще даже не пробовала,
Некоторые страшновато пока еще. Я думаю, что это начало вы положили. Да. Так, ведь уже сколько лет вы или сколько времени вы занимаетесь? Это Получается 3 года уже. 3 года. А скажите, Варвара Петровна, а вот какие-то вот сдвиги там вот в лучшую сторону учебы, там вот какие-то оценки, может как-то вот знания повысили, там уровень какой-то, есть сдвиги? Ну, Ну, могу какие-то сказать, да, положительные есть, конечно. Динамика вот такая. Динамика, качество. Благодаря тому, что, получается, вы заранее прорабатываете материал, и дети только вот с материалом работают, я заметила, что читать все-таки, читательская компетентность, так скажем, она повысилась, качество ее стало выше. Потому что дети достаточно невнимательно читают задания, а тут за короткий промежуток времени надо достать достаточно большое количество информации. Но это получается такая же проблема, как на ОГЭ и на ЕГЭ. Да, Одна из проблем, которая стоит перед школьниками, они невнимательно читают да, вопросы. Да. Есть такой момент, согласна, тоже ощущаю его. Ну и поэтому вот могу сказать, что вот используя элементы, заметила, что вот дети внимательнее стали вчитываться в задания. Ну и, наверное, самое главное то, что дети стали друг с другом общаться. Да. Вы сами, наверное, все прекрасно знаете, даже вот я на своих студентов смотрю, что если раньше был перерыв, звонок, там общение, сейчас от такого общения нет, правда ведь? Ну, да. Вот даже мы со студентами ходим на практику в школе, тишина. Угу. Это может быть младшешкольные, такие младшие классы еще там побегают, а так ведь гробовая тишина. Да, все в гаджетах, согласна с Да. вами, и тут им приходится общаться. Да, если еще момент такой конкурентной борьбы включить, то сразу интенсивность работы повышается. Ну, может, какой-то вопрос, так посмотрим, может, ну-ка, так, и посмотрим, может, какие-то вопросы. Так, Так, вот сюда вот посмотрим. сюда. Ага. Ну, больше никаких вопросов нет, да? Угу. Ну, еще раз, уважаемые коллеги, я думаю, что вам просто некогда заходить в наш чат. Может, со временем вы будете или вечером посмотрите, или какой-то другой день. Ой, Мы от вас ждем вопросы к 27 мая. Я еще хотела бы спросить у Варвары Петровны, а каким образом вы все-таки выиграли этот конкурс? Что вы для этого сделали, чтобы попасть вот на это? На Сириус. Да. Дело в том, что пришло положение на многие, кстати, школы, но необходимо было, как бы сказать, выполнить 2 этапа, так скажем. Первый этап. Необходимо было достаточно в короткие сроки загрузить портфолио на сайт Сириус. То есть пришлось писать портфолио с достижениями своих учеников и себя как учителя, все это подтверждать, то есть грамоты, дипломы, сертификаты, справки. И второй этап, после того, как вы загружаете портфолио, необходимо было в определенный день, в определенное время, за 2 часа решить 50 олимпиадных заданий. Угу. Да. И получается, после этого в течение 3 дней я ждала ответ, и вот во вторник пришел ответ, что я успешно прошла эти испытания, и теперь буду обучаться в Сириусе. Мы вам, конечно, завидуем, как говорится, белой завистью. Но на этом мы попрощаемся с вами до следующего раза. Всего вам доброго. Мы вас поздравляем со всеми праздниками. Тут и Пасха, тут и 1 мая. Ну и самое главное, самый великий праздник – это 9 мая. Здоровья всем, успехов, хороших вам школьников, интересных. Ну и самое главное вам, чтобы была охота идти на работу. Угу. Задор, чтобы Да, глаза горели. Да, самое главное. До свидания, всего вам доброго. Спасибо.